не издай, но они не будут определять, сохранится язык или нет. А вот главное, будут ли говорить на нем в будущем. Как привлечь интерес молодежи к родному языку, в частности к осетинскому. У нас сегодня в студии гость, представитель поколения молодых, который знает, как это сделать. Итак, знакомьтесь, Вячеслав Иванов. Это наш земляк, сейчас он живет в Санкт-Петербурге. Также, я вот немножко расскажу о вас. Вы координатор проекта «Осетинский язык онлайн». Вот если можно, сейчас, Вячеслав, поподробнее. Вы являетесь создателем электронной версии энциклопедии осетинского языка. Расскажите, как пришла эта мысль к вам? Да, я участвовал в электронной энциклопедии Википедия на языке эсперанто, на русском языке. И когда я увидел, что эта энциклопедия стала развиваться на татарском, баскском, других языках, которые по числу носителей сравнимы с осетинским, я решил, что пора действовать. Когда я стал искать энтузиастов, которые бы меня поддержали в этом, как обычно выяснилось, что надо, собственно, уже подавать заявку самому, я это сделал. И энциклопедия была открыта. Ну вот благодаря вам мы можем сказать, что Википедия заговорила на осетинском языке. Но теперь давайте поподробнее о вас, о том, почему вы решили. Давайте для зрителя сначала. Что такое Википедия? Википедия – это электронная энциклопедия в интернете, которая называется еще свободная энциклопедия, потому что она свободна от копирайта, то есть все тексты можно использовать как угодно в коммерческих и некоммерческих целях. И свободна она еще в том смысле, что любой посетитель может зайти и участвовать в наполнении энциклопедии, то есть править существующие статьи и писать новые. А вот почему вы посчитали, что именно вот такой способ привлечет внимание молодых к родному языку, в частности к осетинскому? Дело в том, что молодые люди постоянно пребывают в интернете. Это модно, популярно, престижно. Они много пишут в форумах, в частности, осетинской тематики, иной раз и на осетинском языке. Поэтому даже сам факт, что кто-то увидит присутствие осетинского языка в интернете, это очень хорошо для престижа языка. Тем более, что я не знаю другого примера, другого сайта в интернете, который был бы полностью на осетинском языке. Википедия на сегодня это единственный такой сайт. Скажите, вы сами говорите на осетинском языке? Да, я говорю. Говорите? То есть вот свободно общаетесь? Я торможу перед фразой, делаю паузу, потом говорю. Но тем не надо менее подумать. Я пишу и читаю хорошо. Да. Ну что ж, это очень приятно слышать. Вы какой вуз заканчивали у нас? Я закончил СОГУ, матфак и ИНЯС. Насколько мне известно, вы были выпускником года, да? Даже вас награждали по этому поводу. Расскажите об этом факте вашей жизни. В 1995 году проводился первый конкурс «Выпускник года» при поддержке фонда «Кредо знания». И в этом конкурсе я занял первое место, что еще рассказать. А как попали в Санкт-Петербург? После вуза я поехал учиться на кафедру математической лингвистики в СПбГУ Государственный университет. И, собственно, там остался, занимался этими исследованиями, преподавал на этой кафедре. Вот. Сейчас продолжаете там работать? В последний год нет, я ушел туда. Ну что ж, спасибо. Обратите внимание на наших независимых экспертов, они заинтересованы в этой теме. Вы подготовили ваши вопросы? Очень приятно, что в интернете развивается осетинский язык, потому что там есть, я сам искал словари, и, если честно, не нашел Википедию, то хорошо, что в эфире будет озвучено. Но давайте сразу озвучим, давайте адрес скажем. Да. Какой адрес? Давайте я просто искал словари. Латиница, разумеется, ос.том. Режиссеров попросим, если можно, выдать адрес тоже. Wikipedia.org. В принципе, появится. Есть вот. Да, без ошибок. Действительно так. Можно найти по запросу Википедия, находится на первых местах, разумеется, и на всех языковых разделах Википедии есть ссылка на осетинский раздел тоже, поэтому... Я просто... Я просто искал по-другому, поэтому не находил, наверное. Вопрос в том, что, то есть идея осетинского языка к вам пришла в Питере, потому что вы родились здесь и выросли, да? Но вы выучили язык вот этот вопрос, мне интересно просто. Я учил язык самостоятельно, когда еще жил в Осетии. Я учился в 7-й школе, там, среди моих друзей были сплошные осетины, так сложилось. Вот. И, естественно, мне был этот интересен язык как язык моего окружения, и
потому что я вообще интересуюсь языками. То есть я более-менее могу там читать, изъясняться на, может быть, 5 языках, так скажем. Вот, поэтому, да, разумеется, я заинтересовался этим языком и интересуюсь его, так сказать, судьбой и то, что в моих силах делать. Там сайт об осетинском языке был, мной сделал когда-то. Вот, Вячеслав, сейчас провокационный такой вопрос сразу возникает. А вы можете обратиться к нашим зрителям, чтобы они не забывали свой язык, чтобы они изучали его, если это есть такая необходимость, чтобы они говорили на нем, на осетинском языке? Нет, я бы не хотел, я буду долго думать, да. Но Юма Басархайм Иром Википедия Раштадыл, Матабавши, Варбасов на сайт ма Вахожахай. Ну что ж, вы говорите, по-моему, очень даже сносно и хорошо. А, Анжелика, есть у вас Да, я бы у вас хотела спросить, вот единомышленники, да, те люди, которые в других регионах занимаются данной проблемой, вы как-то взаимодействуете, есть какие-то общие проблемы, какие основные насущные проблемы, каким образом вы сообща их решаете? Основные проблемы Википедии на, скажем так, языках Российской Федерации – это недостаток, собственно, участников. То есть люди относятся к своему местному языку как к языку, которым должны владеть филологи, журналисты, скажем, ведущие телевидения на осетинском языке. Когда люди узнают о Википедии осетинской, они говорят: о, хорошо, надо привлечь наших журналистов, там, людей из Раздинада, да, людям из Раздинада нечем больше заняться. Да. Идея как раз этой энциклопедии, что у каждого есть информация ценная, которая может поделиться. И поэтому, как вот, если обращаться к людям, чтобы они пользовались языком, пользоваться языком, просто говорить не обязательно. Вот зайдите на сайт, посмотрите, что вы можете добавить. Очень много ошибок в наших статьях. Приходите, исправляйте их. И вот именно письменное использование языка – это та функциональная роль, которой не хватает осетинскому языку. И в интернете теперь есть возможность этот момент восполнить. Вот. Скажите, а вот сейчас Анжелика затронула тему того, что в других регионах очень много, значит, людей, которые говорят на осетинском языке. Но, наверное, проблема-то именно как раз касается Северной Осетии, когда вот вдали люди, они как раз-таки больше держатся, да, вот за свой язык, там есть диаспоры, они больше развиваются в этом плане. А вот у нас молодежь как-то уже уходит, вот, в частности, в семьях мало говорят на осетинском языке и так далее. Вот сколько у вас, значит, вот на этом, значит, сайте, сколько у вас там, значит, людей, которые посещают его, сколько, вот каково количество людей, с которыми вы общаетесь, которых вы зарегистрировали? Статистики по посещаемости нет, зарегистрировалось около 1500 человек, но активных редакторов фактически 5. То есть люди, которые возвращаются в течение недели хотя бы раз и делают правку, то есть как-то отмечаются, дополняют тексты, их 5 человек. Должно быть больше, то есть, скажем, чувашская Википедия нас уже обогнала, там 6000 статей, у нас 2000. Как бы они немножко более популярны стали. Ну что ж, все впереди. Я думаю, после нашего эфира адрес мы еще раз покажем. Гораздо больше будет людей, которые будут общаться на своем родном осетинском языке. Вам спасибо большое. Я напоминаю нашему зрителю, что сегодняшним вечером у нас был создатель Википедии на осетинском языке. Это администратор осетинской электронной энциклопедии Вячеслав Иванов. Спасибо вам большое, Вячеслав.